Но я перехожу к следующей теме, к следующей стране, к Азербайджану. Там сегодня в столице Азербайджана, в Баку, на площади Свободы прошел военный парад по случаю окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил новый праздник День Победы, которая будет отмечаться по этому случаю ежегодно 8 ноября. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после завершения войны в Нагорном Карабахе встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Он приехал сегодня в Баку. Поездка турецкого лидера в Баку приурочена к проведению Парада Победы и является весомым вкладом, в которую, по оценкам турок и азербайджанцев, внесла Анкара, сообщается в средствах массовых информации Азербайджана. В военном параде в Баку сегодня приняли участие более 3000 военнослужащих, также группа турецких военнослужащих. Были продемонстрированы до 150 единиц техники, в том числе новейших, принятых на вооружение ракетных установок из систем противовоздушной обороны. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на параде в Баку посоветовал Армении взяться за ум. Трансляцию парада в четверг сегодня вели азербайджанские средства массовой информации. Предлагаю послушать, что сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Вірменії слід взятися за розум. Вірменські політики, діаспора прирекли свій народ на біду. Якщо вірменський народ зможе витягти уроки з Карабахської війни, то в регіоні почнеться нова ера. Азербайджан в ходе военных действий в Карабахе восстановил справедливость и международное право. Об этом заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед началом в Баку военного парада. Вот что он сказал. У 44-денній війні Азербайджан поклав кінець окупації своїх територій. Відновив справедливість і міжнародне право. Участь в параді делегації Туреччини на чолі з президентом Таїпом Ердоганом є демонстрацією єдності, дружби і братерства двох країн. З перших годин війни ми відчували підтримку Туреччини. Ця політична і моральна підтримка викликає гордість кожного азербайджанця. С нами сейчас на прямой связи проректор дипломатической академии при МЗС Азербайджанской Республики Фарис Исмаилзаде. Фарис бей, селям алейкум. Салам алейкум, добрый вечер. Как прошел сегодня парад? Сегодня в Баку был замечательный день, у нас был парад Победы. Это очень исторический день, потому что мы отмечаем освобождение наших земель от 30-летней оккупации, от армянской оккупации. Сегодня мы показывали трофеи. Это армянская техника, подбитые танки, которые были захвачены на поле битвы. В целом страна очень радуется, ликует, потому что мы на самом деле открываем новую страницу в жизни и в истории Азербайджана, и мы сможем вернуть наших беженцев в их родные дома. По сути, сегодня этим парадом Азербайджан закрепил свой успех, и теперь такая началась новая эра на Южном Кавказе, не так ли? Совершенно верно. Сегодня даже президент Турции и президент Азербайджана об этом говорили, что начинается новая эпоха на Южном Кавказе, и создаются возможности для многостороннего сотрудничества. Президенты упомянули о том, что открываются новые транспортные коридоры. Азербайджан будет теперь сухопутным путем связан с Турцией через Нахчевань. Также были сказаны идеи о многостороннем формате с участием Ирана, Грузии. То есть создаются возможности для многостороннего сотрудничества, а также для восстановления, реконструкции оккупированных территорий. То есть там сейчас очень много чего было разрушено в 90-е годы во время армянской оккупации. Президент Алиев об этом тоже говорил, что с участием турецких компаний из дружеских стран будем восстанавливать Карабах, будем восстанавливать экономику и туризм, и сельское хозяйство. То есть на самом деле новая страница в истории страны. А как вы видите вот эту эру, вот эту расклад этих сил теперь на Южном Кавказе? К примеру, вот как будут дальше развиваться события в Армении? Там сегодня очень жесткие протестные акции. Но в Армении, конечно, политический кризис, и, наверное, там все-таки этот кризис будет долго длиться, пока не придут к власти новые силы. Но в целом Армения тоже получает шанс начать новую страницу, потому что до этого Армения всегда жила с территориальными претензиями
в сторону своих соседей. Сейчас им надо начать новую стратегию, новую тактику, перейти к рациональному мышлению, перейти к прагматичному сотрудничеству. Турецкий лидер говорил о том, что возможно открыть даже границы между Турцией и Арменией. Мы говорим, что мы предлагаем тоже открыть границы, создать новые автомобильные пути, железнодорожные пути. То есть Армения тоже получает возможность интегрироваться в региональную экономику. Скажите, а что сейчас непосредственно происходит на территории Нагорного Карабаха и прилегающих ей районах? Значит, в Нагорном Карабахе те территории, которые были освобождены от армянской оккупации, они полностью разрушены. Азербайджан сейчас начинает строительство новых дорог, новые железные дороги, автомобильные дороги. Восстанавливаем инфраструктуру, строим дома, чтобы беженцы могли вернуться. Разминирование происходит очень активное. Но там еще долгие годы надо строить, потому что на самом деле территория сильно разрушена во время оккупации. Есть также те районы, где армяне остаются, проживают. Они охраняются российскими миротворцами. И Азербайджан предлагает этим армянам, местным армянам, мирное сосуществование в рамках территориальной целостности Азербайджана. То есть армяне должны будут получить паспорт Азербайджана? Абсолютно. Они наши граждане. Мы считаем их нашими гражданами. Никакая страна в мире не признает независимость Карабаха. Никакая страна не признает. Все признают территориальную целостность Азербайджана. Никто их не признает. Поэтому рано или поздно им надо интегрироваться в экономику и общество Азербайджана.